Алло? Селям алейкум, Энвер. Алейкум селям. Давно не виделись, совсем пропал. Все хорошо. Вот весь в делах. Получил грант от государства. Создал крестьянское фермерское хозяйство. Представь, занимаюсь животноводством. Ну, слушай, это здорово. Даже больше хочу сказать. Подумываю о рыбном промысле. Машалла. Кстати, у меня тоже есть участок сельскохозяйственного назначения. И, если честно, я думал его продать. Но твой пример заставляет задуматься. Я ведь тоже могу на этой земле заняться бизнесом. Да, ты можешь заняться предпринимательской деятельностью и получать от этого прибыль. А чтобы узнать, как использовать свой участок, ты должен обратиться к юристам. Конкретное назначение сельскохозяйственных земельных участков и, соответственно, возможность ведения на них того или иного вида деятельности и возможность строительства каких-либо объектов производства или полный запрет этого строительства определяется видом разрешенного использования. Какие же существуют виды разрешенного использования земельного участка сельхозназначения? Согласно Земельного кодекса их несколько. Итак, на землях сельхозназначения можно вести личное хозяйство, заниматься сельхозпроизводством или садоводством, заниматься животноводством либо птицеводством, открыть крестьянско-фермерское хозяйство, открыть рыбное либо охотничье хозяйство. Также допускается на таких землях строительство дачи. Как видите, способы использования земель сельхозназначения весьма разнообразны. При этом надо помнить, что для каждого вида разрешенного использования существуют ограничения и запреты для строительства каких-либо объектов. Поэтому очень важно знать, что строить жилье, например, можно не во всех случаях. А что такое грант и как я могу его получить? Грант – это денежная либо иная помощь государства, предоставляемая гражданину для реализации определенной цели. В данном случае грант на создание и ведение фермерского хозяйства выдается государством начинающему фермеру на конкурсной, безвозмездной и безвозвратной основе. Выдача таких грантов предусмотрена постановлением Совета министров Крыма. Гранты на создание и развитие крестьянско-фермерских хозяйств в Крыму могут быть использованы на приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, разработку проектной документации для строительства, реконструкции производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, приобретение, строительство, ремонт и переустройство производственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей и так далее, строительство дорог и подъездов к производственным и складским объектам, подключение таких объектов к инженерным сетям, электрическим, водо-газо- и теплопроводным сетям, дорожной инфраструктуре, приобретение сельскохозяйственных животных, приобретение сельхозтехники и инвентаря, грузового автомобильного транспорта, оборудования, приобретение семян и посадочного материала для закладки многолетних насаждений, приобретение удобрений и ядохимикатов. Какой размер помощи я могу получить? Предельный максимальный размер гранта на создание крестьянско-фермерского хозяйства не превышает 1,5 миллиона рублей. Вы можете рассчитывать на всю эту сумму, но нужно помнить, сумма гранта должна строго соответствовать плану расходов, указанным в вашем бизнес-плане. Этот бизнес-план, а также другие необходимые документы предоставляются на конкурсную комиссию Министерства сельского хозяйства Республики Крым. Кроме гранта, начинающий фермер может рассчитывать на получение от государства также единовременной материальной помощи в размере до 250 тысяч рублей на бытовое обустройство. Цели, на которые можно использовать единовременную помощь фермеру. Приобретение, строительство и ремонт собственного жилья, в том числе погашение основной суммы и процентов по банковским кредитам, ипотеке. Приобретение одного груза пассажирского автомобиля. Приобретение и доставка предметов домашней мебели, бытовой техники, компьютеров, средств связи, электрических и газовых плит, инженерного оборудования, установок для фильтрации воды, бытовых водо-, тепло- и газоустановок, септиков, устройств для водоподачи и водоотведения. Подключение жилья к газовым, тепловым и электрическим сетям, сетям связи, интернету, водопроводу и канализации. А какие критерии отбора в конкурсе? Очень своевременный вопрос. Конечно, есть определенные условия для получения гранта и единовременной помощи. Во-первых, начинающий фермер должен подтвердить, что в течение последних 3 лет он не осуществлял предпринимательской деятельности как индивидуальный предприниматель и не являлся учредителем коммерческого предприятия. Во-вторых, заявитель не должен был ранее получать каких-либо субсидий, либо грантов и помощи от государства для ведения фермерского хозяйства.
Гражданин, претендующий на получение гранта, должен быть главой фермерского хозяйства, официально зарегистрированного на территории Республики Крым. Период деятельности этого хозяйства не должен превышать 24 месяца со дня регистрации. Еще одно условие. Заявитель должен постоянно проживать по местонахождению регистрации своего хозяйства или дать такое обязательство. Кроме того, данное фермерское хозяйство должно быть единственным местом трудоустройства заявителя. Чтобы получить грант или единовременную помощь от государства на безвозмездной основе, нужно будет подтвердить не только свое намерение стать фермером, но и свою квалификацию. Это может быть диплом о среднеспециальном или высшем сельскохозяйственном образовании. Или, к примеру, отметка в трудовой книжке о работе не менее 3 лет по сельскохозяйственной специальности. Ну и, конечно, нужно будет составить и подать на конкурсную комиссию грамотно составленный бизнес-план, в котором четко прописать, что будет приобретаться или какая работа будет оплачиваться из средств гранта, а какие расходы фермер берет исключительно на себя. Причем немаловажно, заявитель обязуется оплачивать за счет собственных средств не менее 10% стоимости каждого наименования покупаемого имущества или выполняемых работ, указанных в плане расходов. Есть и другие обязанности. Обязанности начинающего фермера, претендующего на грант на ведение крестьянского фермерского хозяйства. Создать не менее одного рабочего места на каждые 500 тысяч рублей гранта. Заключить договоры о реализации сельхозпродукции на сумму более 30 тысяч рублей. Осуществлять деятельность хозяйства в течение не менее 5 лет после получения гранта. В течение 12 месяцев предоставлять в Министерство сельского хозяйства Республики Крым отчеты по деятельности крестьянского фермерского хозяйства. При соблюдении всех этих условий и, конечно, проявлении определенной настойчивости вы сможете получить от государства безвозмездный грант, либо единоразовую помощь с тем, чтобы использовать с умом и прибылью свой участок сельхозназначения. Знайте свои права и умейте ими пользоваться.